Мишна в трактате Псахим, который обсуждает вопрос разные обычаи сожигать свечей в честь Йом-Кипура, естественно, до Йом-Кипура или нет. Мишна приводит разные обычаи в еврейском народе. Это Мишна цитирует Шулхан Арух. Есть, которые говорит благословение, не говорит благословение, поскольку наши мудрецы, они установили, что в канун Шаббата надо сожигать свечей, чтобы иметь шалом байт, что когда человек будет дома сидеть с женой, с детьми и кушать субботний трапеза, тогда должен быть мир в доме. Мир в доме есть только, когда есть свет в доме. Естественно, в Йом-Кипур, даже который попадет на шаббат, мы ничего не кушаем, поэтому это причина отпадает. Но при этом есть момент, который связан с Адлакат Нерот, это Квод Шаббат. Это уважение к празднику, уважение к шаббата. И поэтому на сегодняшний день Минаг Исраэль говорит благословение. Естественно, в этом году и в будущем, который Йом-Кипур попадет на шаббат, надо говорить благословение «Ладлик нер шаббат в Йом-Кипурим». При этом есть еще дополнительные три причины, почему мы сожигаем свечей в Йом-Кипур. Первое является запрет, имеет семейные отношения, который является один из пяти моментов, связанных с поста Йом-Кипура, запрет принимание пищи, питья, одевать кожаные обуви, мазать себя разные виды масла и мыться. И поэтому мы сожигаем свечей, чтобы напомнить человека. Первое, второе является также, что нер Хашем нишмат Адам, что душа человека похожа на свечка, и мы сожигаем свечка, поскольку тоже говорят Есков Йом-Кипур, память все члены семьи, которые ушли из жизни, и при этом тоже для всех членов семьи, которые живут. Раньше был такой момент, который об этом написано в Аллахе, очень интересно, что люди обратили внимание, если их свечей, которые сожгли, это сожгли не только обычные свечей, но сожгли свечей, это называется на сутки, свечи, которые горят целые сутки. И люди посмотрели, если свечи будут гореть целые сутки, если свечки не будут гореть целые сутки, они приняли это как намек, что на этот человек, который сожгли эта свечка, это значит, этот человек не доживет до следующего Йом-Кипура. И при этом мудрецы Аллаха говорит, пусть сожигает свечей, пусть спрятает свои свечей между другими свечей в синагоге, пусть человек не обращает на это внимание. Но это показатель, насколько это был важный момент, насколько это важный момент. И третья причина, почему надо сожигать такой свечей на сутки во время Йом-Кипура, поскольку надо сделать Хавдала в конце Йом-Кипура. И в Хавдала в Йом-Кипура надо тоже говорить благословение на огонь Боре Море Аэш. Но есть большая разница между Моцаей Йом-Кипур и обычным Моцаей Шаббат. Исход Шаббата и исход Йом-Кипура. Исход Шаббата мы говорим благословение на огонь, поскольку это огонь из Берешит, мы говорим, что Всевышний создал мира, и огонь тоже создал. Но причина, почему мы сделаем Авдалу на огонь Моцаэй Йом-Кипур, это из-за того, что показать, что в Йом-Кипур нам нельзя использовать огонь, как обычно, как шаббат. И поэтому надо иметь именно огонь, который шаббат, огонь, который отдохнул весь шаббат, который горел, и мы его не использовали. Секунда. Дайте возможность договориться. Пожалуйста, уважаемый Ребе.
И поэтому можно сделать авдала на огонь только, который сожгли до Йом-Кипура. В исключение этот год и будущий год, когда Йом-Кипур пройдет в шаббат. Поскольку это тоже Моцей шаббат, можно использовать, даже если огонь нет, который остался вечером Йом-Кипур, можно просто взять спички или зажигатель и использовать новый огонь Моцей шаббат на авдалу. Мы не сделали авдалу на бессамим, поскольку нет нешама и тера, нет дополнительной душа, поскольку мы не кушаем во время Йом-Кипура. Вавиханан мелакашу Богу за кол Исраэль лефихах и балаем Тора мицот שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש על ישראל.